Но на 1 мая 2018 года у нас зарегистрировано всего 1425 человек. Из них на диспансерном учете 241, на профилактическом учете 1184 человека. Аналогичный период 2017 года на учете состояло 1465 человек. 1174 на профилактическом и 290 человек на диспансерном учете. По сравнению с прошлым годом у нас сократилось состоящих на учете на 40 человек. За 4 месяца 2018 года на учет поставлено 47 человек, из них на диспансерный 2, на профилактический учет 45. В аналогичный период 2017 года на учет было поставлено 56 человек, из них на диспансерный учет 3 человека, на профилактический 53. И в сравнении с прошлым годом, в этом году за 4 месяца мы поставили на 9 человек меньше на учет. Подавляющее большинство поставлено на наркологический учет в 2018 году. Это молодые люди до 35 лет. Основные употребляемые наркотические и психотропные вещества в этом году это марихуана на первом месте, потом амфетамин, так называемый соли, и так еще на сленге наркоманов скорость называют этот наркотик. Потом аптечные препараты, это лирика, тропикамид, цикломед, катедолон, баклосан, баклофен. А замыкают это порошный круг, скажем так, героин и дезоморфин. Такая же ситуация по употребляемым веществам складывалась и в 2017 году. Больше всего наркопотребителей из числа зарегистрированных в 2018 году проживает в Назралском районе. Там у нас поставлен на учет 29 человек. Малгобекский район на втором месте 12 человек. Сунжинский район 6 человек. В Джейрахском районе не зарегистрировано никого. Если коротко брать по ситуации, по аналогии прошлого года, лучше или хуже? Лучше у нас, если так смотреть, на 40 человек у нас сократилось состоящих, и на 9 человек мы за один и тот же период, если посмотреть, за 4 месяца 2018 года сняли, да, взяли на учет на 9 человек меньше. В том году было 56 человек, в этом году 47. Подготовить предложение, какую профилактику, в какой среде молодежи провести, это раз. И второе, вы тогда по своей линии посмотрите предложение, вы и по линии МВД кто у нас отвечает? Я имею в виду, кроме здесь кто-нибудь есть присутствует, кто за нарко, тоже тогда своим специалистам поставить задачу, анализ сделать, с какой среды вот та молодежь, которая, то ли это из среды колледжевой, то ли школьной, то ли она без учебы, которая сама по себе. То есть анализ составить, что мы больше их привлекали на эти вот такие направления. Договорились? Хорошо. Хорошо.